Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 3 октября 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Карта дня у нас король мечей. Что будет помогать? Десятка мечей. Что будет мешать? Королева чаш. Карта на отношения, на работу, на финансы, на здоровье и итог дня. Подвинем. Подсказывать буду на цыганской колоде. Итак, у нас выпадает король мечей. Король мечей – это карта, которая говорит о том, что сегодня нам потребуется какая-то свобода. Если у нас сложные взаимоотношения, где один партнер давит на другого, то, скорее всего, возникнут конфликты на этой почве, да, что когда нужно будет какое-то свободное пространство для того, чтобы себя реализовать, какие-то свои планы осуществить, действовать так, как нам хочется, так, как наша душа требует, какие у нас есть идеи, мы хотим их тут осуществлять. И допустим, наш партнер говорит: нет, я хочу, чтобы ты там делал, как я хочу, да, вот здесь может конфликт возникнуть. И что еще здесь важно по этой карте, очень важно стараться все-таки отстоять свое, но не поссориться, да, то есть нужно все-таки остаться в хороших отношениях, остаться друзьями, действовать очень осторожно и не конфликтовать. Мудро действовать. Тогда это будет правильно. Если же мы отстаиваем здесь свои интересы как раз как-то остро, да, критически, то здесь могут быть проблемы. То есть что будет помогать? Не ставить точку, да, не делать из этого там какого-то кризиса, да. То есть самое главное, что нужно не просто реализовать себя, не просто дать себе свободу, но и остаться в отношениях, остаться как сказать, чтобы обе стороны были удовлетворены. Это раз. А с другой стороны, может быть, мы сами давим на своего партнера и навязываем свою точку зрения. Тоже карта говорит о том, что нужно обязательно, чтобы всем было хорошо, нужно договариваться, да, то есть здесь ключевое слово именно договариваться, так, чтобы всем было хорошо. И если сегодня вы чувствуете, что не в состоянии договориться, допустим, страсти кипят, да, лучше вообще этот день пропустить и не выяснять отношения, потому что могут быть самые непредсказуемые последствия вплоть до расставания. Если говорить о тех парах, в которых хорошие взаимоотношения, да, то вы, может быть, будете обсуждать какие-то новые цели, новые планы. Может быть, кто-то подумает о зачатии, о рождении ребенка, или кто-то подумает о совместном каком-то деле, о совместном, может быть, семейном бизнесе, да. Также эта карта, которая говорит о том, что мы можем сегодня учиться чему-то новому, может идея прийти какая-то хорошая. И если вы не в паре, это не касается взаимоотношений, да, то это просто замечательный день для того, чтобы вы выбирать нужную информацию из большого ее количества, начать реализовывать свои идеи и находить себе помощников в этом. Может быть, кто-то даже в этот день поможет не только действием, но и финансами. Также это хорошая карта будущего. То есть все, что сегодня мы делаем, это закладывает наше будущее. И это очень важно помнить, потому что если, допустим, сегодня какой-то негатив пойдет, то в будущем он проиграется, усилится еще, да. Если сегодня будет позитивный день, то будущее будет тоже позитивное. То есть такая точка раскрытия пространства, да. Также еще здесь может быть какое-то мероприятие большое, да, какое-то торжество, юбилей, может быть, у кого-то свадьба, или, может быть, это, в общем, какое-то большое мероприятие, может быть, даже вы в его организации участвовали. Хорошее время для
того, чтобы работать с большим количеством людей, с интернетом, может быть, какие-то выпуски свои делать, прямые эфиры, хорошо давать о себе рекламу, тоже очень полезно. И вот десятка мечей говорит о том, что нам сегодня полезно, а что нет. Это значит, что мы сегодня должны, в общем, все свои возможности и способности использовать, то есть не оставаться в тени, показывать все свои самые лучшие стороны, таланты, быть оптимистичными, быть, знаете, настроенными на положительный результат во что бы то ни стало, верить в себя. Что еще здесь может быть? Обязательно сегодня нужно как-то празднично провести день, может быть, хотя бы часть дня посвятить какому-то приятному отдыху, празднику, может быть, пойти в парк, поехать на турбазу или еще как-то вот, может быть, отпраздновать, да, сегодняшний день. Вот очень важно все-таки ни в коем случае не попадать под влияние других людей, особенно тех, кто пытается нами манипулировать. То есть вот здесь нужно сразу же пресекать любые вот манипуляции в нашу сторону. Что будет мешать? Будет мешать королева чаш. То есть, когда мы слишком сочувствуем, когда мы верим всему, что только можно, когда мы занимаемся больше проблемами других людей, а не своими, когда мы думаем о прошлом, а не о будущем, да, вот это все будет зря. Вот сегодня, знаете, любые попытки вызвать у нас какое-то сочувствие, жалость к себе, они вредны. То есть это значит, нами манипулируют. Отношения. В отношениях выпадает пятерка пентаклей. Это, конечно, время такое неустойчивое, кризисное может быть для отношений, потому что здесь от нашего выбора будет зависеть, развиваются наши отношения или разрушаются. То есть это прям, опять же, точка такая, которая обязательно нас толкает либо вверх, либо вниз. То есть середины здесь не может быть. Сегодня придется какое-то решение важное принимать. Для тех, кто в поиске партнера, король пиковый, карта говорит о том, что можно встретить человека старше себя и такого, может быть, уважаемого, да, который многого уже в жизни добился. А для тех, кто в паре, шестерка червовая, но здесь какие-то поездки могут быть, какие-то перемены, в какой-то, вот знаете, хороший поворот в жизни. Очень сильно эта карта соответствует вот королю мечей, да. Действительно, вот вопросы свободы вы будете поднимать сегодня хоть как, или договариваться о распределении обязательств, обязанностей, или еще какие-то споры могут вставать, когда вот личное пространство нарушается, или когда вы требуете какого-то личного пространства. Это все может быть. Также сегодня могут быть, если не говорить вот о распределении ролей, да, то сегодня может быть какая-то очень хорошая, большая удача, которая придет неожиданно. Возможно, это от других людей, возможно, это события как-то будут так складываться, что неожиданно как-то какой-то, может быть, выигрыш, да, или может быть какая-то удача в таком сложном для вас деле, которое никак не двигалось. В общем, здесь что-то вас удивит очень приятно. Для тех, кто в ссоре, туз бубновый. Но здесь мириться можно без разговоров. Все удачно очень будет. Но самое главное не выяснять отношения, а именно договариваться. Работа. Для тех, кто в поиске работы, сегодня лучше отдохнуть. Все-таки четверка чаш – это карта предложения, да, но мы настолько устали, что не видим, не замечаем того, что нам полезно, и не понимаем, что нам вредно. То есть вот сегодня желательно отдохнуть, чтобы впоследствии принять правильное решение, да, заметить какую-то возможность. Может быть, даже она сегодня придет во второй половине дня. Но вот отдых нужен обязательно. И подумать о том, что же я действительно хочу, подходит ли мне та работа, которую я ищу. И в подтверждении выпадает девятка бубновая. Да, нужно закончить какой-то цикл такой беготни, да, когда вот активного поиска, и немножечко прийти в себя.
А для тех, кто все-таки работает сегодня, шестерка пиковая. Но какие-то перемены могут быть в работе, может быть, вы будете как бы менять место деятельности, но не в том плане, что работу, хотя, может быть, даже и будете задумываться о том, чтобы поменять работу, да, или, может быть, с более свободным каким-то графиком работу, или проект какой-то новый получить, но то есть изменения какие-то есть. А может быть, допустим, вы привыкли в офисе работать, а сегодня дома, или наоборот, то есть какие-то все равно перемены и новые люди какие-то сегодня вот в вашем кругу. Что еще важно? Может быть командировка сегодня, кстати, по работе. А для тех, кто своим делом занимается, семерка пиковая, здесь будет какая-то информация очень важная у вас по работе. Возможно, это какие-то бумаги, может быть, вам придется их оформлять или отправлять какие-то письма, или, может быть, какие-то доверенности писать. Это деньги, кстати, тоже могут приходить, но здесь вот чаще наличные показываются деньги, чем на карту перевод, но может быть и на карту перевод. И также здесь и оплата, может быть, счетов разных, там, в налоговой и так далее, и так далее. То есть здесь вот, может быть, вы будете заниматься такими делами. Вот как-то деньги все-таки, здесь важнее всего деньги и взаимодействие через сообщения какие-то, да, через интернет, через телефон. И что еще по этой карте важно, возможно, вы будете... Так, семерка пиковая. Семерка пиковая. Скорее всего, будет какое-то предложение касательно вашего бизнеса, которое впоследствии увеличит ваш доход. И, в принципе, вам, возможно, нравится это желаемое какое-то направление в вашем деле, но вы как будто бы здесь либо переутомились, не замечаете, либо боитесь начинать что-то новое. Да? Все-таки вот карты рекомендуют сегодня о любой новой информации, которая вот для развития вашего бизнеса приходит, да, подумать. То есть это, скорее всего, вам на благо. Финансы. Выпадает девятка жезлов. Какое получение как бы прибыли благодаря вашим прошлым заслугам, благодаря вашему доброму имени, да, и так далее. То есть здесь может быть не так много денег, но свою часть вы получите. Давайте посмотрим. Для тех, кто на зарплате. Десятка трефовая. Скорее всего, вы работали над каким-то проектом, и вот он завершился, и вы, скорее всего, свой процент тут получаете. Или, может быть, так, девятка жезлов. Может быть, это кто-то из семьи получает деньги, и вы как бы вместе пользуетесь этим всем. Может быть, родители даже деньги могут сегодня какие-то добавить к вашему бюджету. Для тех, кто своим делом зарабатывает, может быть какой-то тоже случайный выигрыш, да, какой-то случайный заказ или еще что-то такое, который даст вам вот заработать. Здоровье, восьмерка жезлов, карта очень хорошая для здоровья в том числе. Она говорит о том, что вы, если кто-то болел, это выздоровление. Благодаря правильному режиму, активности, благодаря правильно назначенным лекарствам. И здесь, конечно, замечательно все идет на поправку очень быстро. Для тех, кто и так был здоров, нужно двигаться, нужно успеть как можно больше. Чем лучше у вас настроение, тем лучше ваше здоровье. Кроме того, восьмерка – это всегда карта как бы такой бесконечности, завершенности, да. Вот нужно обязательно подумать о распорядке дня, о режиме, о правильном питании, что стало бы вашей привычкой, да. Вот именно то, что вы хотите в себе закрепить, сегодня желательно начинать, и оно как-то очень легко в вашей жизни вот укорениться, да, то есть вот эти все новые какие-то привычки, новые порядки, новое питание, вот сегодня хорошо его начать. И для итога дня у нас выпадает карта пятерка старшего аркана Иерофант. Это значит, что сегодня вы будете очень довольны тем, что вот ваша жизнь как-то соответствует вашим ожиданиям.
Возможно, вам нравится то, что вас одобряют окружающие люди. Возможно, вы вот становитесь сами мудрее и благодаря этому меньше совершаете ошибок, да. Или вот знаете, бывает так, что в течение дня мы делаем какие-то сложные выборы. И в конце оказывается, что все было правильно сделано, и у нас вот такое внутреннее удовлетворение. Вот я молодец, я все-таки не зря подумала, не зря принял такое решение, действительно хороший результат. То есть вот такое ощущение, что я молодец, что я как бы расту, да, я становлюсь лучше, мудрее, вот это вот будет присутствовать. Ну и одобрение, конечно, со стороны окружающих. Сегодня вот к чему-то такому вы придете, что откроет для вас будущее. Какую-то ситуацию можете решить сложную или, может быть, просто в будущее войти. Это может касаться отношений, работы и финансов. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.